Ассаламу алейкум, витаю всех, аят машаллах. Сегодня 15 августа 2026 года. У нас 247-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний стрим называется «Украинский фронт и оккупированная Чеченская Республика Ичкерия». Что происходит? И мы сегодня поговорим с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и единственным легитимным органом власти Чеченской Республики Ичкерия. Как обычно, напоминаю, всех, кто находится в оккупированной Ичкерии либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. И не пишите комментарии, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные задавайте вопросы, присоединяйтесь. Рады общению. Аят, приветствую вас еще раз. Машвойло, и вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Всех приветствую. Название нашего стрима «Фронт российско-украинский», потом по нашей проблеме. Он сказал, что единственный легитимный власть Чеченской Республики через зарубежье, я просто хотел добавить, потому что здесь на Западе много разных чеченских представителей, которые стоят за власть чеченского государства и где-то садятся и начинают говорить, что власть, эта власть, все не власть, а мы власть. Но этих людей надо спросить, если когда они будут вам говорить, пожалуйста, обоснуйте ваш. Мы уже не раз попали, их суть. Я имею в виду, это закаевская компания, я имею в виду вот эти разного рода блогеры, вот эти сараляповские, и вот это вот Бортмаш, его производные деятели, которые тоже себя здесь на Западе, создав как будто бы чеченскую государственность, из себя изображают властью чеченского народа государства. Они вчера еще все это время, образно говоря, занимались тем, что все время пропагандировали исламскую республику, создав нашей территории, завоевав ее. Теперь они начали говорить, что мы уже там ходим по европейским организациям, мы уже там власть. Но они не понимают, что власть не так создается. Власть создается на территории Чеченской Республики. Наш народ эту власть создает. А не какая-то другая часть, которая находится даже в зарубежье. Такое не бывает, нигде и не было. Об этом не можно читать и посмотреть, что это не так делается. Властью Чеченской Республики является в зарубеже только та власть и те представители, которые были направлены для работы в зарубежье. А такими являются члены президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Ну, в частности, вот я в том числе, я был направлен сюда для работы в зарубежье. И для этого есть официальные документы, подписанные нашим президентом тогдашним, а самое главное, подписан тогда нашим парламентом, в котором четко и ясно прописано, что такой-то, 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 такая-то личность, моя фамилия называется, что на него возлагается обязанность организации и ведения всей политической работы в зарубежье от имени парламента Чеченской Республики. А это значит от чего? Парламент – это народный орган, значит от всего народа. То есть вот это вот вы не должны забывать, все вот эти, кто хотят создать какие-то здесь власти или какие-то, это хорошо. Беда здесь в том, что эти люди, которые вот я назвал, я их знаю и предлагал им еще тогда, когда они были здесь,
что нам необходимо работать в зарубежье, как того желал наш народ и как того желал Госкомитет обороны, все воины, командующие нашей значит, страны, которые, когда пятая была агрессия, когда на нас напали, тогда было сказано, что нам нужно, значит, работать в зарубежье. Без признания нашего государства в зарубежье, мы даже если победим эту Россию еще очередной раз, то все равно она будет снова на нас нападать. Значит, эта задача стоит перед нами, перед теми, кто находится за рубежом. Об этом и было неоднократно сказано всем. Но вот эти люди, которые я сейчас назвал, значит, я им уже предлагал, они мне предлагали там посредники. Кстати, вот эти вот люди, которые вот эти бортмаршу, они тоже предлагали, значит, какую-то там посредническую деятельность, а потом в конечном итоге выяснилось, что они, оказывается, сами хотели себя назвать властью, но это нельзя, и они потом начали проводить свои сборища и называть их какими-то там чеченско-национальными движениями, и потом уже даже власти. Они даже садятся с некоторыми депутатами украинцами и говорят, что межгосударственные отношения между Украиной и Чеченской Республикой. Вот до такого маразма доходит, и это является ошибкой, которая вредит нашему общему делу. А общее дело сейчас у нас одно. Мы должны сделать все для того, чтобы зарубежье наше государство было признано как оккупированное незаконное государство и осуждение геноцида нашего народа, как это было сделано нами, президиумом правительства Чеченской Республики 18 октября 2022 года. Таким образом, по нашей содействии, при нашем общении с властью и представителями Украины было принято это решение. Эти люди, которых я сейчас назвал вначале, все отрицали это, говорили, что это рано сделано, не надо было делать. Потом вдруг они переформатировались, начали говорить, что это мы сделали. Но для нас не важно, кто это сделал, если это можно сделать, и ту работу, которую мы сейчас хотим вести в зарубежье, вместо этого они сотрудничают с российскими разными деятелями, разными, значит, деятелями, которые работают на Кремль, из чеченского, из числа чеченцев, и даже с российскими некоторыми деятелями, вот эти вот либерально-национальные такие, как движения российские, которые называют себя тоже властью, как и эти же люди, они называют себя властью, но только российской. Они, конечно, незаконны, те тоже, потому что они были избраны лет 10 или 15 назад, сегодня они подняли и говорят, мы были в той думе, и поэтому мы здесь вот создаем такую думу или власть. Такую же форму принимают эти и с ними сотрудничать в многих местах. Это мы видим, поэтому я хочу разъяснить это нашим людям и всех, кто нас здесь слушает, что так делать нельзя. Это не подходит по той причине, что с точки зрения международного права, с точки зрения логики, это не может быть. Эти люди, я как сказал, значит, сегодня эти люди, про которых я вам говорю сейчас, да, они практически все стоят на принципах, значит, создания религиозного государства на территории Чеченской Республики Ичкерия. В то время как чеченский народ еще в 1991 году при развале Советского Союза создал свое суверенное и независимое демократическое правовое государство. И эти же люди утверждают, что такое государство нам не нужно, что это было, значит, недочет, что тогда люди, которые занимались этим вопросом, ничего не понимали, а они, мол, все понимают. Они связаны с разными религиозными движениями, значит, арабского, исламского мира, но там где-то некоторые, кто-то из них учился, все, они введены в заблуждение, и поэтому мы им говорили, уйдите от этого, давайте вместе работать под, значит, лозунгом того, что у нас, то есть под
той линии, которая есть у нас здесь направлена власть, которая может сотрудничать с любой властью любой страны мира, так как мы являемся легитимными органами власти нашего народа. Сегодня все больше и больше появляются эти деятели. Посмотрите, как вот высыпали, как сказать, на весеннюю ярмарку высыпали. Они все вот это религиозные дела нам раскручивают. Но дело в том, что религиозные дела нам подсовывали и тогда, в последние годы, последние 5 агрессии, и столкнули нас на весь мир, объявили нас чуть ли не фанатики, религиозными экстремистами и все такое. Этого не было у нашего народа, потому что мы не были ни экстремистами, ни сепаратистами, как эти нас называют. Мы являлись нормально созданным государством с точки зрения современного международного права. Вот эта линия должна, значит, проводиться в нашей работе в зарубежье. Им было сказано, давайте вместе эту работу делать, будете помогать. А они взбрели себе в голову, что их нужно вести в эту власть. Они тогда требовали, нет, вот давайте нас тоже ведите, вашу вот эту власть, которая зарубеж, туда ведите нас тоже. Их вести было невозможно. Во-первых, не было, значит, решения о том, что они отошли от той позиции, которую они занимали все эти годы, религиозной или другую, то есть противоположной той линии, которая была принята на референдум 90-го года, 25 ноября. Тогда была принята декларация чеченского народа, а потом Чеченской республики Ичкерия, действующей власти. То есть вот такая складывается ситуация сегодня в зарубежье. И здесь надо пояснить, почему президиум правительства Чеченской республики Ичкерия и его члены этой организации являются легитимной властью нашего народа. Потому что мы являемся избранными людьми. Это, значит, члены парламента, это члены правительства, которые назначены нашим последним действующим президентом. Так? Это, значит, члены судебной власти и члены органов местного управления. Из них определенное количество является, значит, президиум. Этот президиум, он принимает решение не единолично, не председатель какой-то, а мы по очереди становимся, значит, мы сопредседатели в этом органе. То есть сегодня я, завтра другой, третий, четвертый меняюсь, или там повторяюсь несколько раз, мы этой работой занимаемся. Я хотел бы, чтобы наши люди поняли, в чем речь. То есть мы говорим о том, что это власть, которая избрана на основе воли нашего народа, которая проявлена на его общенациональном съезде 25 ноября 90 года, и через день 27 ноября наша власть, тогда действующая тогда власть, Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики, приняли такие решения. На основе этого мы действуем. А эти люди, которые здесь находятся, в том числе и Закаев, и другие, там эти все люди изображают из себя, значит, властью нашего народа, там медали, ордена делают, паспорта делают. И люди, которые вокруг них находятся, они ведут себя, видимо, потому что не понимают, в чем дело. Или у них какие-то там дружеские или понятийные дела, и мы их призываем тоже отказаться от этой линии, потому что это во вред нашей государственности, во вред нашей борьбе за деоккупацию территории чеченского народа и восстановление нашей государственной на освобожденной территории нашего государства. Это вот по этому вопросу я хотел объяснить, в чем дело. И второе, если говорить о той войне, о которой мы сейчас говорим, значит, русско-украинской, которую ведет Москва, незаконно вторгнувшись уже во второй раз в 22 году, вторгнувшись на территорию Украины. Значит, это война, оккупационная война, это преступная война.
и территории, которые они захватили, и говорят, что это их территории, восточные территории, и территории, вот, скажем, Крыма, это не территории России, хотя они и вводят ее в свои конституции, в свои законодательства. Она не может являться, скажем, территорией России. Потому что оккупация любой территории, незаконная оккупация, тем более с точки зрения международного права, не создает суверенитет этой оккупации. Оно с точки зрения международного права незаконно, и суверенитет и не может входить в состав другого государства, точно так же, как и наша территория, Чечено-Республика Ичкерия, которая оккупирована, тоже не создает никакого суверенитета, никакой законности и суверенитета нет тех марионеток, которые сегодня сидят во власти на территории оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Но если сейчас говорить о том, что происходит, мы с вами знаем, в Украине идет напряженная война. Снова, значит, русские, сколько раз им предлагал президент Зеленский, сколько раз им предлагали и другие политические западные политики, и даже тот же Трамп, Кремль, то бишь Путин и его окружение отказываются сесть за стол переговоров, остановить военные действия и решать это вопросы на основе права, на основе международного. Они отказываются. Они знают, что они не правы, то есть они прут. То есть уже 5 лет, 6-й год пошел, как они этим занимаются. Я хочу сказать, что они играют долгую, так сказать, игру военную. Надеюсь, что украинский народ сломится. Но дело в том, что мы должны все помнить, что впервые, значит, Россия начала свою агрессию против Чеченской Республики Ичкерия еще в 1991 году. Это была у них первая агрессия против нашего народа и республики. Они вели колоссальное количество своих военную технику, БТРы, танки, и вторглись чуть ли не до половины территории нашего государства. Но после таких, значит, ответных наших действий, высадки наших, значит, боевых отрядов тогда, и после договора о том, что они выведут свои войска, они вывели свои войска 91 и 92 год, дважды. Затем это же самое они сделали в третий раз в 94 году, 26 ноября, третий раз. И 94-м. И тогда состоялась уже такая, значит, схватка, в которой российские и так называемые марионетки, которые находились здесь, северно, в территории нашей республики, столкнулись. Они были наголо разбиты, и затем все эти их вояки, их солдаты, их офицеры, которые наши люди арестовали, они были, значит, переданы по просьбе российской власти туда. Они отказывались, что это свои, не их, мол, какие-то другие. Но несмотря на это, чтобы они не говорили, мы их передавали туда не потому, что мы не понимали, в чем дело, а потому что мы хотели мирное сосуществование, хотели заключить мирные договора. Они обещали, что это будет, и мы их передавали тогда. После этого, когда мы их уже третий раз передали, и всех отпустили, уже в 4-й раз они напали на нас снова. Это уже с 11 декабря 1994 года по декабрь, ну скажем, по август, по декабрь 1996 года их войска находились на нашей территории. И эти войска после 4-й, это уже была полномасштабная агрессия. И тогда, когда они находились на нашей территории, по данным их, значит, официальным данным, которые писались в их официальных газетах,
аргументы и факты, есть дата, когда они заявляли, я сейчас поднять надо, назвать дату. На территории Чечении тогда находилась 460-тысячная российская группировка. Представьте себе, некоторые говорят, там 200 было, 250, но в целом это их данные российского штаба, российских официально-политических средств массовой информации. И эта армия, вот такая армия была снова повержена. И, в августе 6 августа 96 года она была разгромлена. И, снова и был подписан так называемое соглашение, которое по своему содержанию было в пользу России, не нас. Однако вопрос там был в другом, что если даже он был в пользу России, люди, которые были направлены на переговоры с этим генералом Лебедем и сам наш начальник штаба Аслан Масхадов, не имели полномочий подписывать какие-то там договора, взаимоотношения межгосударственные. И с нашей точки зрения Конституции записано, что никакие договора или постановления, решения, принятые нашей властью, любой власти, любой чиновник не имеет юридической силы с момента их подписания, если это противоречит нашей государственности. Поэтому эти договора, это конституционное соглашение фактически было незаконно. И с другой стороны, вопрос там стоял только о выводе российских войск, а этих выводов там даже и не сказано в этих соглашениях. Но, однако, они вывели свои войска и убрали с нашей территории. Я к чему это рассказываю? Посмотрите, начиная с 91 года, 5 раз российская армия на нас нападала, 5 раз. Уже следующая, 5-я агрессия уже была 17 июля 99 года. Нападала, и после этого снова, мы противодействовали, уже это были другие причины, которые после 5-й агрессии у нас закончился человеческий ресурс, закончился материальный ресурс, и весь мир ополчился против нас. Российская информационная пропаганда и остальной мир обвинял нас в религиозном экстремизме, бандитизме, что только не делали, какие только ярлыки на нас не вешали. Эти ярлыки сегодня как раз вешают и на украинское сопротивление. Что бы там ни говорили, Россия себя так ведет. И только в 2007 году примерно, наша территория была оккупирована российской армией. Посмотрите, с 1991 по 2007 год. Сколько лет мы воевали против этой России, а сегодня Украина воюет тоже полномасштабная, да, и воюет уже 5-6 год. Если считать по тем меркам, как они воевали против нас, мы воевали почти 15 лет. 15 лет постоянно, они такую длинную скрипку, играют в этой войне и пытаются переломить сопротивление, своего, противника, чтобы он сдался. Они такую же политику избрали сегодня и против Украины. Но Украина, как говорится, сегодня стойко стоит, и его народ, и его вооруженные силы бьются против этой гидры, которая пытается, подчинить себе и вернуть под свое лоно те государства, те территории, которые были во всем бывшем Советском Союзе, а еще есть у них планы еще и до исторической России. То есть вот эти территории, которые раньше были, это Финляндия, это Польша и другие, которые были в царской России. Вот такая задача стоит, но я что сказать, до сих пор, сколько бы они 5 лет воевали, они не смогли особо продвинуться против и захватить территорию Украины. Они не смогли сделать там 10% максимум захватить. И сегодня
Украина дает уже достойный отпор этой армии российской. Российская армия уже не знает себя куда девать. И сегодня, и вчера, все эти дни идет полномасштабного сопротивления. Украинские, значит, ученые, военные создают военный комплекс, военный блок у них, который создает новое вооружение, дроны, ракеты, фламинго и другое. И мы сегодня даже слышим, что вчера и сегодня украинцы посылали по многим их, значит, объектам, даже по тем местам, где создаются российские ракеты, которые создают Союз и остальные, туда прям ударили российские, то есть российский, и этот комплекс разбомбили украинцы. Кроме этого, они разбомбили несколько мест, значит, по всей России, где снова они разбомбили НПЗ, и где снова они разбили те или иные, значит, заправочные, и снова пылает Россия, хотя Украина не перестает бить по всем жилым, значит, зданиям, убивает практически украинцев. Вот такая ситуация складывается сегодня, я имею в виду в Украине, я имею в виду, что остальной мир, и сегодня ни Путин, ни его друзья, такие как Китай, Северная Корея, значит, Белоруссия, Иран, тоже пытаются перестроиться и снова напасть и надеются, что они победят. То есть страны, которые являются диктаторскими, они сегодня проявляют, значит, такую активность, утверждая, что это лучший режим, чем правовой режим. Они утверждают, что они должны всегда сидеть во власти этих странах. И власть должна быть там Божья власть, которая им дана. Вот что они делают. Поэтому, я думаю, я на этом закончу, а остальные вопросы, если будут, мы будем по вопросу отвечать на слайд. Барков. Аслан? Я выключил микрофон. Задавайте вопросы, друзья. Аят, вот обсуждая Ичкерию и про те вот симулякры, которые хотят создать исламское государство и диктатуру, по сути, заменить российскую диктатуру, опять же, той же российской, но уже под видом другого гауляйтера. И здесь, на Западе, некоторые, и в том числе и в Украине, некоторые подыгрывают этому. Как вы считаете, Аят, это для чего делается? Почему это делается? Ну, я думаю, что это связано с тем, что здесь на Западе ведь тоже это, идет борьба, есть люди, которые, значит, есть партии, движения, есть какие-то отдельные, значит, мы же знаем, что вот, допустим, во Франции есть такая мадам Ле Пен, есть там вот это в Голландии, есть даже в этой Германии, есть те люди, там, политические партии, движения, которые считают, что нужно дружить с Россией. Они целенаправленно говорят об этом, выступают, действуют против существующих демократических властей. И эту политику проводят. И, естественно, здесь на Западе находится большая, так сказать, разведывательная сеть российских спецслужб. Здесь очень много людей, значит, русских, я имею в виду прорусских, проимперских, которые выехали сюда на Запад из УРУ. Они живут здесь еще, значит, после окончания Второй мировой войны, так и после вот развала Советского Союза. Очень много людей сюда приехали, и многие из них являются, с моей точки зрения, ну, так сказать, агентурой влияния. Когда им скажут, они начинают что-то делать. Они здесь их раскрывают, их здесь видят, их пытаются выслать. Это происходит и в Германии, и во Франции, и в других местах. Их там, как бы, значит, понимая, что ситуация в этом идет разведывательно с обеих сторон, а когда напряжение создается, тогда они их высылают. Это и в Англии было такое. Поэтому мы видим, что даже чтобы прийти к власти сюда, допустим, власти,
И здесь на Западе Россия пытается влиять, помогать тем силам, которые хотят прийти к власти. Пусть даже они власти не придут, но чтобы они были на плаву, чтобы они действовали. Естественно, борьба между справедливостью, между, скажем, правом народов избирать себе власть и борьба между диктатскими режимами еще находится, остается, еще сохранено, оно еще не укрепилось в полную в мире. Сама, значит, система демократии – это такая система, которая не является, как говорил Черчилль, не самая лучшая, но, по крайней мере, лучше ее нет. Поэтому здесь вот так. Здесь позволяется всем, значит, высказывать свое мнение, позволяется, значит, избирать власть, позволяется, что никакие, значит, политические преследования против власти не будет. Вот что происходит в этих странах. А это свобода слова, это свобода социальная, это вот эти вот моменты как раз-таки хотят отнять эти диктаторские режимы, как это происходит сегодня, как мы видим здесь, значит, в России, там в России, я имею в виду так, это происходит в других диктаторских режимах, какими бы богатыми они бы ни были. То есть они могут построить самые высокие башни или создать самые высокие там оружие, но человек там не свободен, он не может выступить и сказать. Здесь на Западе люди собираются, когда они, значит, собираются, здесь, они активно здесь борются против любой власти, моментом собирают движение, требуют, ну, все, в общем, давят на власть. А в России и в других странах, как видим, это непозволительно. Поэтому здесь, на Западе, тоже эти диктаторские режимы ведут эту борьбу против вот таких вот режимов, которые являются свободными и демократическими. Вот поэтому я считаю это так, Аслан. Баркала, вот сейчас очень много шума наделал объединение, чуть-чуть переключусь на другую тему, потому что очень интересно ваше мнение. И по поводу Пакистана, Турции и Саудовской Аравии, которые объединились, как некоторые это называют, исламским НАТО, с чем я не согласен, но все-таки по принципу очень похоже. Как вы считаете, что это такое? Для чего они объединяются? Неужели США потеряет монополию на, скажем так, военную силу и защиту многих стран, что предлагала США? И сейчас, понимая, что на Ближнем Востоке у них могут возникнуть проблемы, а Турция, ну, как бы говорят, что могут возникнуть проблемы с Израилем. С чем это связано? Как вы считаете? Для чего это делается? Ну, я так можно сказать, что мы уже много раз об этом говорим. Дело в том, что значит, создано после Второй мировой войны значит, государство Израиль и окружающие его значит, государства, исламские государства, так, между ними постоянно война, и эта война никогда не прекращается. Сколько раз там пытались установить мир, и какие-то условия там создавать. Вот и сейчас там, как мы знаем, вот идет противостояние. Израиль хотят уничтожить Иран, хочет уничтожить Израиль, а Израиль хочет сменить режим в Иране. И вот эта война продолжается. И окружение, там Хамас, другие вот эти вот религиозные, под религиозным лозунгом создаются государства, так? И они здесь этот спор ведут, и ведут они этот спор с моей точки зрения. Мы же знаем, что все, что было, значит, создано после Второй мировой войны в современном международном праве, нужно действовать в рамках этого международного права. Они здесь относят свое, значит, свое отношение к тому, что происходит, на основе того, что это авраамические, тысячелетней давности, значит, история, которая, мол, должна им вернуть те или иные территории, что эти территории Сирии, там, территории Египта, территории Иордании, которые вот эти территории
Израиль считает их своими, а эти территории и эти, Мгм. вот, которые я назвал, страны, они хотят уничтожить Мгм. Израиль. Идет вот такая вот борьба, и в конечном итоге эту страну тогда создали, они почему-то не могут найти общее согласие и мир. На каком основании они могли Мгм. бы прийти к единству, как бы можно было среди них установить мир? Если это не в рамках современного международного права, то с этой точки зрения обе стороны Мгм. не правы. С этой точки зрения. Потому что нужно действовать в рамках современного международного права, которое принято после Второй мировой войны и принято всеми государствами мира. А здесь вот это происходит Мгм. как-то, переходя эти границы. Это то же самое, что делает, скажем, Россия, то, что делает Иран, то, что делает Китай и другие вот страны. Поэтому здесь то, что создано вот это союз вот этих трех государств, которые ты назвал, да, Турция, Египет, Мгм. Саудовская Аравия и Афганистан, это Пакистан, да. То есть здесь Пакистан. они Пакистан, да. не могут решить вопрос, стабильности этого региона и хотят взять на себя. Вот как здесь было. Вот когда Америка напала, значит, последний раз она еще продолжает эту там войну, собственно говоря, так вот, и не может никак решить вопрос Мгм. с Ираном, то Иран в ответ бил по этим небольшим государствам, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, так, и здесь вот сталкивались вот эти, ну и там другие территории, и не могли там, был процесс, был такой, что они хотели там, значит, как-то зажечь пламя войны. Это нужно было, получается, с одной стороны, это нужно было Израилю, чтобы уничтожить Иран, это нужно было Ирану, чтобы уничтожить скажем, Израиль и, значит, вернуть свои там утерянные или потери, которые понесли они от тех санкций, которые против них были уже десятками лет держит Запад. И теперь Иран нашел выход, там вот Армузский пролив, они оттуда не выпускают вот эти вот танкеры, которых по всему миру нефть, газ там и другие удобрения развозятся. А с одной стороны, Мгм. Иран вот это заблокировал, не пускает, не хочет брать мзду. А с другой стороны, теперь уже Америка выставляет, уже меняет она свои эти лайнеры и пытается тоже, значит, все вышедшие оттуда корабли тоже не выпускать и препятствовать тому, чтобы от этого пользы не было Ирану. И вот и сейчас идет там вот это процесс переговоров. Трамп заявляет, что мы решим, будет решено, если не будет решено, значит, будет захвачен, уничтожен чуть ли не этот Иран весь. То есть там этот вопрос тоже стоит. А эти три страны, они решили, видимо, взять под свое крыло вот этот регион ближневосточный, чтобы ни Соединенные Штаты Америки, ни Иран, ни другие там страны не нападали. Если есть война между Ираном и Израилем, то пусть это будет между ними, но чтобы на другие страны они не нападали. То есть они себя обезопасить хотят, эти страны. Потому что одна из этих стран, вот это Пакистан, это ядерная держава, у них атомные бомбы и все такое. Поэтому, исходя из этого, Мгм. строится вот этот союз, я так это понимаю. Саудовская Аравия много денег, у, значит, Турции это такая, значит, с технологиями, со всем этим экономически развитое Армия государство. мощная. Да, Пакистан имеет Мгм. военные атомные бомбы и население большое, где-то 150 миллионов. То есть они хотят здесь вот в какой-то степени стабильность, чтобы была там. Я так это понимаю, Слава. Мгм. Баркал, здесь вот FG задает вопрос, если вдруг Россия заключит с Китаем соответствующий договор, позволит Китаю доступ к Охотскому морю на Курильские острова.
Курильские острова. Да. Курильские острова — это Не знаю. японские острова. Спор. Туда Путин поехал, и Япония там делает какие-то протесты, говорит, что ты не имел права сюда ехать. Еще во Второй мировой войне их захватили японские эти Курильские острова. А почему он сейчас именно поехал? Как вы А? думаете, Аят? Ну, он поехал, За 26 лет, за да, 27 лет в первый раз. Почему он туда поехал? да. Ну, поехал туда, он, видимо, значит, показывает свою мобильность, показывает, что он, значит, есть, что он не только в Москве сидит, как говорят, как говорится, в бункере, но и туда, и сюда ездит, что мобильный. И там тоже он показывает народу, встречается. И, наверное, готовится к этим выборам, которые у них сейчас должны быть, там, в Думу, где он хочет. То есть это такая политическая, в смысле, ход, который он делает. И в то же время, значит, чтобы поднять дух населения. И чтобы была поддержка той незаконной войны, которую он ведет сегодня против Украины. В принципе, вот это вот. Потому что его там как-то критикуют, говорят, что вот он сидит в бункере, прячется и все такое. Но он показывает, что он ездит. Но у него очень плохой вид у этого Путина. Он даже вот ему мячик бросили где-то там, он даже ногу поднять особо не мог. Какая она была, значит, такой был удар слабенький вот такой. Ну, не знаю, вот других причин я не вижу. Аят, а это может быть связано с тем, что сейчас Россия ослабевает, как сообщалось, что Япония милитаризируется, вооружается, и как будто он предупреждает Японию, в случае чего мы готовы воевать, защищаться и так далее. Да-да, Такой жест, такой, скажем так, угрозы. Может это это быть? может быть. Тем более, что после окончания Второй мировой войны Японии было запрещено создавать свою армию, свое оружие. Теперь, вот говорят, в этом году или в прошлом году Япония преодолела этот барьер и заявила, что теперь она будет готовить свое вооружение, будет создавать военный блок. То есть здесь Япония пытается укрепиться, видимо, на фоне того, что происходит в Китае, значит, Кореи Северной. Здесь, видимо, они уже поняли, что дальше, и Япония уже заявила такое и создает свой, так сказать, военный, промышленный, скажем, корпус. Значит, ну, в промышленном смысле создания вооружений могут даже и атомное оружие создать, они им просто это создать. Они друзья Америки. Да? Поэтому, может Да. быть, им это и позволит. Да. Ясно, спасибо. Здесь вначале FG задавал вопрос личного, как он говорит, характера. Аят, Аслан, приходите свободными. Аят, у меня личный вопрос. Немножко перефразируя, можно его сказать. Аят, вы считаете, что Джохар Дудаев сегодня не хватает Джохара Дудаева лично вам и чеченскому народу и нашему делу? Да, я считаю так, если бы вот Джохар Дудаев был бы, конечно, это было бы здорово, это было бы хорошо, потому что он был очень, ну, скажем, в этом смысле очень передовых взглядов, он был очень сильно военный, планы, который создавал эти умение призвать народ к сопротивлению, это умение вот создать такую ситуацию, где он полностью с точки зрения современного создал. Все говорят, что якобы вот русские и другие там говорят, вот Джохар Дудаев пришел и создал это государство. Это неправильно. Джохар Дудаев приехал на этот общенациональный съезд чеченского народа, а общенациональный съезд чеченского народа организовывал, создавать тогдашняя власть Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики. Они организовывали этот. Но правда потом, когда собрался, значит, этот съезд, в который были приглашены люди со всего мира, от каждой тысячи по одному выборщику всего мира,
они, значит, приняли решение о создании своего государства и издали исполком. И только после этого, когда уже Жахар Дуадаев приехал значит, после окончания этого съезда, исполкоме, которые были избраны люди, они не могли в течение 2-3 месяцев избрать себе председателя исполкома. У них тупик такой создался, и тогда они решили позвать вот этого грамотного, такого вот этого военного, который возглавлял ядерную стратегическую дивизию в Эстонию Советского Союза. Поехали к нему и попросили его вернуться. И он согласился и вернулся, и возглавил этот исполком. Вот как было. А то говорят, что он объявил. Нет, не он объявил. Это объявил, значит, общенациональный съезд чеченского народа 25-го, а через день 27-го это объявил, значит, Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики. И обе эти декларации говорили о создании чеченской государственности. И уже когда был, значит, вопрос по переформатированию Советского Союза, был Союз Советских Социалистических Республик, а теперь он переформатировался по лозунгу Горбачева Союз Советских Суверенных Республик. И вот когда поехали туда, против Горбачева был этот путч, который хотели Горбачева сбросить с власти, им это потом удалось, но поехав туда подписать именно этот, значит, договор, наши лидеры тогдашней власти, Завгая и его окружение, тогда они поехали туда и перешли на сторону путчистов. Фактически они вернулись в Советский Союз. А некоторые из них, такие как вот, мне вот передают здесь, говорят, как Бугаев там, и другие, вот они там сидят и говорят, что это Жахар делал. Да нет, не Жахар, это вы делали в Верховном Совете, принимали эти решения, а потом поехали, это свое решение вы сдали, предали сами. Сами предали и вернулись, перешли на сторону вот этих путчистов. А путчист ГКЧП был разгромлен народом тогда в Москве. Выйдет, тот народ вложился в атаки и разгромить. И вот это все вот так вот пошло, когда эта власть, если бы она создавала свои, скажем, вот эти, защищала бы свои декларации, которые они предали. Поэтому эта власть была смещена. Сам Верховный Совет себя сместил как несостоятельный орган. И тогда была избрана новая власть, о которой мы говорим. Это значит президент и парламент 27 октября 1991 года. Так что эти люди, эти марионетки, которые туда-сюда бросались, и вот сегодня они садятся, там говорят на телевидении, в Грозном, там вот эти вещи рассказывают и обманывают людей. На самом деле это был вот этот Верховный Совет, в котором был это Абдулла Бугаев и другие его окружения, которые там были. И это они приняли эти решения сами. А когда поехали в Москву, значит, перескочили на сторону путчистов, то есть те, которые хотели свергнуть власть СССР. Вот как это было. Пусть люди это знают. Поэтому я говорю, мне эти вопросы уже задавали здесь. Ладно, вот так, Слав. Баркала Аят. И еще переключаясь на другую тему, тоже от ОФГ вопрос. Аят, приблизительно сколько Чечении Россия будет должна за ущерб и убийство чеченцев? Но тогда, когда мы были там, то есть когда наша власть была, подсчитывали, тогда речь шла, если брать вот с тех пор, как они на нас напали, о 300 миллиардов долларов тогда. А сейчас, наверное, на больше будет. Это надо подсчитывать. Но это был такой подсчет, который, может быть, и не до конца, но вот какие-то там специалисты подсчитывали. Да. Около 300, да, миллиардов? Тогда, 91, 90. Ну, по тем цифрам, да.
Окей. Так, сейчас вот видел вопрос от Зубайра. Так. Зубайр, получается, Путин обнулил результаты Второй мировой войны, освободив Германию и Японию от обязанностей. Может ли быть, что Путин является немецким шпионом? Теоретически, да. Теоретически, да. Но это только осталось доказать. Так он уже является преступником, его признали преступником. Европейский парламент и государства и так признали. Он не может поехать на любую территорию европейской страны, где везде он должен быть арестован. Не только там, но и в других странах. Мы же знаем об этом. Он ведет преступную войну, убивает людей. Они вот у нас сколько людей они убили за это время, которое я назвал. Это было сколько тогда? Значит, у нас где-то за Первую войну мы подсчитывали после окончания Первой войны, сколько людей у нас погибло после Первой войны. И по подсчету, которые получали мы справки с населенных пунктов, получалось где-то 125 тысяч. И в том числе и дети. Значит, после того, как это была четвертая агрессия, которая закончилась в 96 году, и когда эти войска были выведены, потом они, когда начали пятую агрессию в 99 году, то тогда эта война уже была не просто против там сопротивления чеченского, а они просто на телевидении садились и говорили, надо чеченцев убивать, мальчиков от 10 до 60 лет, всех их убивать, практически всех убивать, называя их бандитами, террористами. И они, значит, запускали все эти средства вооружения, ракеты, бомбы, обстреливали вертолеты, самолеты, убивали даже в полях, в остановках, если где-то люди стояли, везде, где видели, убивали и стреляли. И потом по всем тем данным, которые наши люди говорили, что это была более жесткая война, чем та, которая была в четвертой агрессии, полномасштабная. Так мы примерно сейчас, если прибавить эти 125, которые были в Первую войну, и во Вторую войну они говорили, что еще больше, многие так. Примерно сказали, что это было 250 тысяч. То есть вот так они не оставили ни одного села, ни одной населенного пункта, где они не убивали людей, где не входили, не обстреливали. Вот что делала российская армия на нашей территории. Вот такая ситуация. Баркал. Сейчас появляются новости, как мы указывали, вы немножко упомянули эту тему, указывали в нашем названии нашего стрима, что Украина прорывает фронт, отвоевывает территории, и на самом деле мы видим очень такие эффектные картинки, как очень горит Валберис, почему-то только он, ну и немножко заправки. И, видно сейчас новый главнокомандующий Украине, все украинцы очень воодушевлены вместе с ними, и мы тоже рады, что новый главнокомандующий, и что все готовы поддерживать его. И как вы считаете, сейчас изменения на фронте, они будут происходить в более таком масштабном процессе, или это будет, опять же, тут на такой же ситуации, как сейчас, до сих пор, такой тяни толкай? Но мы же видим, что Путин не хочет остановить войну, не хочет, значит, вести переговоры. Он готовится. Он берет эту Северной Корее, естественно, у Ирана, ему помогает Китай. То есть вот они не считают нужным это, хотят додавить Украину с тем, что сейчас зима, они не дают возможность, угрожать, что вот скоро придет вам зима, топить нечем будет. А в ответ, что будут, они знают, Украина уже стала одной из ведущих армий мира сейчас. Мы же видим, армию они, значит, создали. И бойцы украинские сегодня не позволят
все больше и больше территорий они отвоевывают сейчас. Хотя эти бьют вглубь своими ракетами, значит, и эти ракеты, чтобы сбить, сегодня в Украине нет, значит, этих ракет «Патриоты», которые они просили у Америки. Америка говорит, что у них их мало, мы, мол, не дадим. Ну, там много, может быть, разных других вариантов, но я подозреваю, что это не так, что это может быть даже иначе. Они говорят, мол, мы не дадим, а сами дают эти ракеты. Может быть, потому что эти ракеты есть в этих странах, там, Испании, ну, в европейских странах, они стоят в той же Польше, в той же, я не знаю, в Польше, но здесь европейские страны, эти ракеты есть, которые они взяли у, скажем, Соединенных Штатов. Эти ракеты есть и в Японии, и везде, так? Так что здесь может быть даже такой хитрый ход. Это я так свое мнение говорю. Поэтому там видно будет, Да-да-да. как вернется. Баркал Аяд, вот LG задает вопрос. Аяд, бывший министр обороны Ичкерии, который перешел на сторону врага, Магомед Хамбиев, все время оправдывает свое предательство. Почему они это делают, если считают Россию победителем? Ну, почему она прав? Потому что он на их стороне, другое он говорить не может. Если он будет говорить что-то другое там, он не свободный. Да понятно, он не свободный, он Да. другое говорить не может. Попробуй, скажи то, что было на самом деле, так его сразу возьмут, как говорится, в какие-то, значит, заведения, и там будут его заставлять говорить другое, или могут уничтожить. Я думаю, только поэтому. Главное. Да. Мы- Мгм. Аяд, вот на Economist есть такое издание, вышла информация, я ее комментировал у себя в стриме, но интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Там заявляется о том, что из каких-то близких кругов к Рамзану Кадырову, там, видимо, по секрету сказали, по секрету, так сказать, всему свету, что Кадыров бережет чеченцев, не отправляет на войну, как бы это не наша война, якобы говорит и так далее. Хотя декларирует, заявляет громогласно о том, что это там он пехотинец Путина и так далее, и так далее. С другой стороны, я имею информацию, что дома, просто 37-й год. Люди просто своих детей спасают, под разными предлогами их забирают то в армию, потом в полицию, неведомство, потом отправляют туда, и так далее. Всем это известно. Как вы считаете, Аят, Economist прав или какая у вас по этому поводу есть информация? Если одна бабка сказала, это речь об этом, так? То есть они сегодня, значит, разыгрывают даже этого Кадырова, который, конечно же, не хочет посылать туда людей, но он посылает. Вот я выставил значит, на своем там, на своей страничке, там как один молодой человек попал, значит, в плен украинцев, чеченец, так? И он рассказывает, какие методы, Да. значит, принуждения там они, значит, создают, как они это делают. Поэтому там нет из его рассказа, только он появился недавно, он полностью разлагает вот это все, что говорил этот журнал Economist. То есть там как получается? Там им дают разнарядку, допустим, пошел какой-то полк в Украину, и они потеряли там какой-то процентов 20 или 30 людей. И теперь, когда этот полк должен возвращаться, этот полк должен быть не меньше этого количества возвращаться в Украину, там, допустим, да? Тогда этому полку или этому им дается задание, которые остались здесь, чтобы полк был полностью восстановлен, или, значит, не то, что восстановлен, чтобы они пополнили этот полк из своего числа. Тогда даже эти полицейские, которые там есть, они всех там ходят, едет там,
по любой причине остановят машину, по любой причине там где-то там увидят, поймают и принимают его в полицию. А эта полиция, Да, если он в полиции, то есть чтобы самим не поехать, они вот пополняют этот полк, и снова он идет туда. Вот вчера этот парень рассказывал это все в Украине, который вот был парень, я это да, выставил в Фейсбуке, я выставил. да, да, Вчера я и на видел. других местах. Да, Я думаю, что если бы это было так, то Кадыров это открыто заявил. А раз он не заявил, на него клеветать, я в кавычках говорю, не надо. Если бы это был бы кто-то кому-то что-то он сказал. А где он сказал? Покажите. Он так сказать не может. Если он скажет так, то значит все, он уже не свой. Я так. да, да. Да, совершенно верно, Аят. И вот здесь как раз юзер комментирует, FG комментирует, Аслан говорит, в Чечне и в отделениях продают чеченцев как рабов и отправляют в Украину. Они на этих чеченцев себе делают деньги. Чистой воды работорговля. Да. Вот такая Он ситуация. там рассказывал о Это том, как правда. деньги, которые ему выдают, половину на руки дают, половину на счет, потом то, что на руки дали, отнимают у них. Там он рассказывал эту схему все. Да? Да. Да. Баркала, Аят. Дейре Суль. Спасибо за Спасибо столь тебе. интересные ответы. Всем Дейре Суль, Аят. Ауна масарна куча. Висмел гальчина. Дейре Суль хакмел хайшуна. Всего самого хорошего. На этом стрим заканчивается. Адикюэль Машой. До свидания. Адикюэль.